Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Якутская полиция была задержана бандой наркоторговцев, изъята крупная партия синтетики. Как получилось проделать такую большую работу? И как вы считаете, возможно ли сегодня, учитывая тот факт, что дилеры и заказчики не контактируют и не общаются, как-то повысить эффективность работы борьбы с наркоторговлей? Мы этой группой занимались на протяжении большого времени. Данная деятельность группы пресечена, организовано преступное сообщество. И я хочу сказать, что впервые в нашем министерстве была возбуждена статья 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть организация преступного сообщества, это что непосредственно касается этой группы. Эта группа, она у нас осуществляла поставку и сбыт наркотических веществ непосредственно в город Якутск, Новосибирск и Владивосток. Преступное сообщество включало в себя ряд территориально и функционально обособленных подразделений. Действия злоумышленников удаленно координировались из разных городов страны через зашифрованную связь. И закладка наркотиков она производилась через интернет, и денежные переводы поставлялись посредством криптовалют. В результате проведенной специальной операции полицейскими на территории Якутска, Владивостока, Новосибирска были задержаны 8 членов организованного преступного сообщества. Найдены были 15 килограмм, было изъято нами. Это, если посмотреть по реализации, это в денежном выражении 45 миллионов рублей. Вот следственной частью сейчас мы расследуем это дело, уже заканчиваем, в марте уйдет суд. Значит, возбужден ряд уголовных дел, санкции которых в совокупности предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Потому что там довольно такие большие срока. Ну а что касается вопроса, возможно ли бороться с наркоторговлей, учитывая бесконтактный способ передачи, я считаю, что возможно. И мы сегодня боремся, и в принципе вот он, результат есть. И забегая вперед, я хочу сказать, что мы сейчас работаем и по ряду аналогичных других преступлений. Сотрудники у нас тоже разъехались по субъектам и сейчас в этом направлении отрабатывают. Буквально позавчера мы задержали 2 молодых людей, которые прибыли рейсом с Улан-Удэ и обнаружили наркотики, которые они перевозили внутри тела. Почти на 8% увеличилось в прошлом году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Это мы говорим по Якутии. Рост в основном отмечен в 17 районах, включая Намский, Момский, если не ошибаюсь. С чем это связано? И можно ли сказать, что антиалкогольные меры, которые принимаются в Якутии, так активно, неэффективны? Действительно, сегодня совершается преступление в состоянии алкогольного опьянения, но любое нововведение, оно населением принимается, я бы сказал, в какой-то мере наполовину с отторжением, потому что любые те меры, которые направлены на ограничение каких-то прав наших граждан, да, здесь понятно, что не все это все понимают, но самое главное, что большая часть населения, они хотят видеть здоровыми своих детей, которые должны заниматься спортом больше, вести здоровый образ жизни. И здесь, конечно, за 1 год резких изменений не произойдет. Сегодня, если смотреть по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения, рост у нас произошел только за счет того, что введена новая ответственность для водителей, это 264 статья с значком 1, за повторность управления в нетрезвом состоянии автомобильными средствами. Вот этот процент возбужденных уголовных дел, он нам дал рост. Если мы его отнимаем, у нас получается, что снижение совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения на минус 6%. Поэтому кардинального такого роста у нас нет, я бы сказал, что даже оно идет в минусе. Вот. Те территории, районы, которые вы обозначили, мы сегодня их держим на контроле, проводим там рейдовые мероприятия, проводим профилактические мероприятия.
участковые, которые отчитываются на сходе граждан, ставят вопросы, и мои заместители, руководитель, который выезжает, ставят вопросы, чтобы делать зоны трезвости. За прошлый год то, что было проделано вот, в плане антиалкогольного законодательства, у нас произошло сокращение преступлений непосредственно умышленных убийств на 32%, на 38% меньше совершено изнасилований и преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 11%. Конечно, правильно бы было все торговые точки, которые реализуют или оптовую продажу, их надо, конечно, выносить за пределы, за черту города. Это было бы правильно и, наверное, меньше было бы соблазна там, для несовершеннолетних закупать, потому что мы, конечно, эту работу проводим, но тем не менее у нас есть торговые сети, где еще и продают несовершеннолетним. Это еще есть такие факты. На коллегии на этой неделе, на коллегии Следкома вы сообщили, что поступает новая информация по делу о пропаже сенских девочек. Круг подозреваемых сузился. Делу уже, наверное, около 3 лет. Будет ли развязка? Мы не прекращаем работу по этому делу. Работаем постоянно, в тесном контакте со Следственным комитетом. И надеемся, что развязка однозначно будет. Ну и последний вопрос. Январь закончился, начало февраля, итоги прошлого года уже подведены. По каким основным направлениям планируете работать в 2016 году? Работа будет направлена на защиту граждан, их прав, собственности, чтобы люди могли свободно передвигаться по территории и быть уверенными, что их никто не ограбит, не изнасилует, не изобьет. Вот это вот основная задача. Второе направление — это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории республики. Третье, одно из основных — это защита всех уровней бюджета республики. То есть работа по коррупционным составам преступлений, также выявление хищений бюджетных средств. Ну и, конечно, это дорожный комплекс, строительный комплекс, непосредственно сельское хозяйство, где выделяются крупные денежные средства для реализации. Одно из направлений еще, которое важно, я бы подчеркнул, это, конечно, тоже и борьба с организованной преступностью. Что мы сегодня делаем? У нас за прошлый год привлечено к уголовной ответственности 26 лиц, которые проходили по уголовным делам. Ну, естественно, это вот незаконный оборот наркотиков, по которому мы сегодня работаем. Что касается охраны общественного порядка, здесь, естественно, у нас в этом году произойдут довольно-таки крупные спортивные мероприятия. Тоже, что немаловажно, по нашей линии много обязанностей, которые мы должны выполнить при проведении этих мероприятий. Выборы тоже, получается, вы сопровождаете, да? Да, конечно, конечно. Ну что ж, Владимир Николаевич, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, что освещаете нашу работу.